Так сегодня выглядит Ханский дворец. 9-й год здесь идут реставрационные работы, которые охватывают 16 объектов комплекса. Сроки сдачи работ, первоначально запланированные на 2021 год, много раз переносились. Но, несмотря на продолжающуюся реставрацию, хан-сарай открыли для посещения. Правда, предложенный туристам маршрут пока весьма ограничен. Пройтись по двору, посмотреть на фонтан слез. Нам сданы 3 дюрбе, миля, Екатерининская миля. А на выходе сейчас у нас уже практически готова ханская мечеть, гарем и Соколиная башня. То есть вот сейчас идут бумажные, в принципе, передачи документов, что-то где-то подправляют, потому что мы достаточно строго присматриваемся ко всему. И исправляют все недоделки, все, что бывает, случается, это как бы нормально при реставрации. Случались в ходе работ не просто недоделки. Так, в феврале 2022 года так называемые строители повредили здание Свитского, или, как его еще называют, графского корпуса хан-сарая. Одна из стен дала трещину. Специалисты тогда подчеркивали, что причиной этого стал низкий уровень проектирования до начала работ. Удастся ли без особых потерь исправить это, пока неизвестно. Корпус все еще закрыт строительными лесами. Графский, Свитский и главный немножко они задерживаются пока. Ну и, наверное, вот больше всего задерживает Дворцовая площадь. Вы видите, археологи, они копают везде, без них ничего нельзя проложить, ни одну трубу. По словам Мирьем Сейтумеровой, в ходе раскопок находят много интересного. Фундаменты несохранившихся зданий, древние коммуникации. Недавно в процессе реставрации были найдены и фрагменты древней росписи, принадлежащей перу знаменитого художника и каллиграфа, автора Сильсибиль, фонтана слез. Мы говорим с вами о росписи, которые принадлежат мастеру Умеру. Эта роспись, она находится в золотом кабинете. По сути, наш ханский дворец до сих пор хранит то наслоение росписи, которое имеет от 3 до 7 наслоений, будем так говорить. И оно отображает разные периоды жизнедеятельности самого дворца. Те росписи, которые принадлежат руке мастера Умера, они еще находятся под теми росписями, которые дошли до наших дней. Скрывать полностью сегодняшнюю роспись, это будет решать, наверное, уже специальные комиссии. Реставрация Ханского дворца, единственного в мире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры, началась в 2016 году с проведения противоаварийных работ. Дворец в этом остро нуждался, погнили многие балки, провисли потолки, потрескалась отделка стен. Но практически сразу реставрационные работы вызвали много вопросов и возмущений общественности. И этому были причины. Традиционная, хорошо сохранившаяся черепица-татарка на крыше Большой ханской мечети была заменена современной испанской, а вместо старых сосновых балок появились балки из ОСБ и лиственницы. Кроме того, внешний облик дворцового комплекса был кардинально изменен из-за построенного навеса над южным строением главного корпуса. По сообщениям властей, реставрационные работы на всех объектах Ханского дворца закончат в 2025 году. На реставрацию потратили уже порядка 3,5 миллиардов рублей.